Это программа «Между тем». Я, Дмитрий Аргунов, говорю вам здравствуйте. Вернемся к Илону Маску. Помните, я несколько дней тому назад говорил о его мирных инициативах и как он был подвержен обструкции за эти самые мирные инициативы. Я не знаю, гипотеза это или нет, но Илон Маск появился в политическом поле, ведь он всего лишь бизнесмен, после сообщений о том, что космическая группировка ВКС России провела неназванные эксперименты с орбитальными спутниками одной из зарубежных стран. Сообщение об этом было опубликовано 4 октября. Ну и, соответственно, указанные, но не названные эксперименты Минобороны проводила чуть раньше. А 3 октября американский миллиардер предложил пресловутый мирный план по Украине с признанием Крыма исконно российской территорией. Можно узреть причинно-следственную связь, а можно и нет. Дело каждого. Но тут появляется третья информация о том, что Starlink того же Илона, опять же Маска, сбоит на Украине, мешая успешной координации ВСУ. Причем в саботаже миллиардера обвинил Financial Times. Маск в ответ назвал бредом утверждение уважаемой газеты, что все было оплачено украинской стороной. Украина возместила порядка нескольких процентов понесенных затрат, которые исчисляются сотнями миллионов долларов. И не надо тут ля-ля типа. Любопытно, что председатель парламента Крыма, который Маск призвал признать исконно российским, предлагал после опубликования мирного плана американского бизнесмена отнять у Украины предоставленные терминалы Starlink. Что было первее, исходя из событий, узнать уже не предоставляется возможным. Можете обвинять меня в теориях заговора, но чую я, что все эти события взаимосвязаны, и риторика владельца Tesla и SpaceX обусловлена всего лишь финансовыми потерями. Это к слову. Увидимся.